Агадуй, агадуй, перенбе вылядагул, кула пулдар хальбитре, агадуй еплей хитре. Красноармейский район по площади самый маленький в республике. Однако мал, как говорится, да удал. Правоту этой истины очень хорошо знают создатели районной энциклопедии, которая подготовлена к выпуску в год 80-летия. Наш район, Траковская земля, она богата своей историей, то есть самой древней историей. Очень много исторических памятников, археологических памятников. Но самое главное, район богат людьми, трудолюбивыми, добросовестными, то есть героями труда. Люди здесь издавна занимались обычным сельским трудом, но в простых крестьянских семьях вырастали будущие ученые. 118 кандидатов и 38 докторов наук родилось на Траковской земле. Среди тех, кто заслужил государственную премию страны, Иван Ефимович Шашков, ракетостроитель, работавший вместе с Сергеем Королевым. Лауреат Государственной премии СССР Александр Ефимович Михайлов, ученый-кораблестроитель, участвовал в создании научно-исследовательского судна «Космонавт Комаров». Золотыми буквами в историю чувашской педагогики вписано имя уроженца Красноармейского района Ивана Никифоровича Никифорова. Фронтовик, орденоносец, педагог от Бога. Он единственный из чувашских учителей удостоился золотой звезды Героя социалистического труда. Результаты его работы удивительны. И каждый год у него 15-20 человек в КАИ поступало, в МФТИ и в МГУ поступали каждый год. И на Олимпиадах занимали места. Удивительно. В год литературы Краеведческий музей подготовил выставку портретов уроженцев Красноармейского района, поэтов и писателей. В этой галерее 28 имен. 17 вошли в книгу Порфирия Афанасьева «Писатели Чувашии». Среди них поэты, навсегда оставшиеся молодыми, Василий Васькин и Марк Аттай. Оба погибли в Великую Отечественную. Прозаик и публицист Прохор Трофимов, участник войны, сражался в Крыму, под Сталинградом, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме Берлина. Подвигу народа, пережившего эту войну, посвящены и книги Зои Нестеровой. Прозаик, поэт, переводчик Нестор Янгас в 30-е годы попал под репрессии, умер в заключении, реабилитирован посмертно. Среди самых известных литературных имен Чувашии уроженцы Красноармейского района Юрий Петров-Вирьял, заслуженный артист Чувашской республики, поэт, прозаик, драматург Александр Пырта. Поэт и переводчик Геннадий Юмар – один из составителей шеститомника чувашского устного народного творчества, за работу над которым ему присуждена Государственная премия Чувашской АССР. Очень любят земляки народного поэта Чувашии, почетного гражданина района Юрия Семендера. 30 лет он проработал главным редактором журнала «Елав». Автор более 400 песен, переводчик Пушкина, Лермонтова, Есенина, произведений многих писателей народов России и стран СНГ. Есть у меня конкретные планы по созданию нескольких песен, уже авторами музыки договоренность имеется. Лирика будет представлена в моем творчестве, очень глубинная такая, особо трепетная лирика. И, конечно, будет создана одна неплохая поэма. Композитор, хоровой дирижер, чье имя известно каждому жителю Чувашии, Филипп Миронович Лукин, заслуженный деятель искусств Чувашии и России, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, тоже родился на этой земле.
В столетие своего именитого земляка район отмечал с особой торжественностью. Празднование состоялось в столице Чувашии, в Чедукасах, где расположен музей композитора, в районном доме культуры, где собрались хоровые коллективы со всей республики и из других регионов. Еще один уроженец Красноармейского района – Георгий Николаев, художник по текстилю. В платьях, украшенных его рисунками, щеголяло не одно поколение, не только жителей Чувашии. Все современники наши в каком-то варианте, в каком-то виде, так или иначе, все равно покупали его ткани. Ткани с его рисунками, с его иллюстрациями. Более 1000 вариантов там. Особая гордость района – народный художник Чувашии Элли Юрьев. Уникальный, многогранно одаренный мастер, живописец, рисовальщик, скульптор, прикладник, дизайнер, плакатист, иллюстратор, медальер, шрифтовик. Главное, с чем вошел в историю, он автор государственных символов нашей республики. Это благодаря его идее на чувашском флаге выросло древо жизни, направляющее ветви к свету 3 солнц. Чувашский народ живет под солнцем. Земля, солнце и дерево. Вот так. Элли Юрьев оставил особый подарок своему району – этот герб. После кончины художника работу завершил его ученик Вадим Шипунов. На красном поле герба сходятся 3 дороги и 3 реки. В излучине древний серебряный шлем. В этом символе земляки видят историю своего края. На нашей территории проживали под предводительством Уби-Баттера, это Уби-Батыр, значит, Уби-Баттер, вот они под давлением татар-монгол, это булгарские племена, они отошли и организовали свои переселения. Но затем, конечно, они были завоеваны, поэтому у нас татар-монголами, и поэтому у нас близлежащий к Убеево, а волость называлась Убейская, это удивительное историческое у нас, значит, поселение. А вокруг находится деревня, которая называется Янмурзина. Вот, допустим, то есть, а слово Мурза. Потомки Уби-Батыра не посрамили предка. Славные воины выходили из этих мест. Галерея героев венчает имя Егора Короткова, участника Первой мировой войны, полного кавалера орденов Георгиевского креста. Владимир Васильев – герой Советского Союза. Свой подвиг совершил на Одере. Почти в полном окружении он со своим расчетом прикрывал эскадрон. Сражался до конца, не пропустил ни одного фашиста и погиб. Портрет Владимира Васильева открывает аллею славы в Парке Победы, расположенном в центре Красноармейского. Инициатором ее создания стал ветеран войны Михаил Прохоров, почетный гражданин района. На войну он ушел в 1942-м. Победу встретил в Чехословакии. Сейчас ему 90, но он по-прежнему в строю. На этой аллее настоящие герои, дважды орденоносцы. Информацию о них собрал Михаил Прохорович. В свое время он был учителем истории, директором школы, заместителем председателя исполкома райсовета. Его имя в тех страницах истории района, на которых записаны имена управленцев разного уровня. А первое имя в этом списке – Яков Абрамов. На открытие памятника этому человеку в село Убеево приехали российские парламентарии. Сын крестьянина из Чувашской глубинки Яков Абрамов – депутат Государственной Думы России, избранный в апреле 1906 года от Казанской губернии. На монументе надпись «Беречь и защищать народное богатство, природную кладезь, нефть, каменный уголь и другие полезные ископаемые народной казне». Хороший пример потомкам. Юбилей для меня, лично для меня, как главы администрации, это, наверное, во-первых, это дань уважения более старшим моим коллегам, потому что за 80 лет Красноармейский район воспитал хорошую плеяду руководителей республиканского уровня. Известнейшие имена в истории Чувашии. Иван Илларионов, первый председатель областного исполкома советов Чувашской автономной области. В 20-х годах прошлого века председателем Совета народных комиссаров Чувашской республики был Лука Спасов, позднее работавший председателем Совнаркома Чувашии. Их продолжателем можно назвать Леонида Прокопьева. С 1975 по 1989 годы он был председателем Совета министров Чувашской АССР.
У каждого из этих ветеранов за плечами тоже своя история. Ведь все они в разные годы возглавляли исполкомы и советы, управляли районом и его поселениями, были свидетелями больших событий. Я помню, например, было время, когда у нас по деревне, туда вот этой передней траки, был тротуар длиной всего 150 метров, сделанный из кирпичей. Вот это. На все село был один колодец. Из этого колодца, водой этого колодца пользовались и больница, и средняя школа, все районные учреждения, вот все технические служащие носили на коромыслах из этого колодца. В 1957 году в районе построили первый водопровод. Емкость для воды, цистерну для этой водопроводной башни мы по бревнам, установленным наклонно, мужчины районного центра собрались на руках. В общем, подняли по этим наклонно уложенным лагам и установили вот эту водопроводную башню. У нас появился водопровод. В те теперь уже давние годы многое строилось таким образом. Даже чтобы поднять этот дом культуры, который много лет служит и районному центру, и всему району, пришлось собрать культработников. Пришли все культработники в рабочей форме и с лопатами. Вот так. Разбили фундамент, выкопали, по оврагам собирали камень, возили, заложили фундамент. И в 70-е годы красноармейцы не ждали милости свыше. Так, вспоминает Нина Фадеевна, построили школу в ее селе. Колхоз «Прогресс» все это взвалил на свои плечи. И с 1975 года по 1979 год они строили школу. Там и эти учащиеся помогали, вся деревня, конечно. И все колхозники. Это на хозрасчете школа была построена силами колхоза. На 700 учащиеся. Жизнь всегда наполнена трудами, и успехов добивается тот, кто не боится трудностей. Ровесник района Сергей Иванович Железин в 70-е годы был председателем райисполкома, а в 80-е – первым секретарем райкома партии. На его памяти расцвет района. Красноармейский район стал, как бы сказать, известным в республике по выращиванию картофеля. Получали самые высокие урожаи, отправляли картофель воинским частям, на картофелехранилище, тут крахмалзавод и так далее. В 1979 году в районе началось строительство газокомпрессорной станции. Еженедельно проводили совещания. Там каждый час был на учете, как бы сказать, на уровне высокопоставленных лиц. Сегодня Заволжское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром-Трансгаз» Нижний Новгород – главное предприятие села, формирующее почти 50% его бюджета. А его первый директор Анатолий Слукин стал первым почетным гражданином Красноармейского района. Это звание учредили, когда главой района был Станислав Николаев. На его долю выпало трудное время кризисов и подъемов. Появились крупные инвесторы. Вот в 2004 году Вурнарский мясокомбинат в Красноармейском районе совместно мы открыли агрофирму «Тайбинта». А сегодня там более 9 тысяч поголовья свиней, огромные территории, почти половина района они обрабатывают. Это известные агрофирмы. Появляются новые предприятия, новые формирования, вот такие как именно в эти годы, значит, Красный Сормово, Красный Сормово, а был хозяйство, колхоз Красный Сормово. Сегодня это совершенно новые формы. Волит появляется, крестьянское фермерское хозяйство Венеры Васильевой. Вместе с сельским хозяйством развивался и малый бизнес. Предприятие «Чесла» с тех пор достигло российской известности. Они производят полихлорвиниловую и текстильную обувь. И вот она до того востребована. Пришли инвесторы, выкупили для начала
на базе нашей сельхозтехники, просто-напросто мощный цех. Даже мне не верилось, что что-то там возможно. А сегодня это стабильно работающее предприятие, даже работает не в 3 смены. Конечно, вот это вот позволило создать такую основу, что ли, для современного развития, дальнейшего развития района. В начале 21 века в Красноармейском не только создавали новые предприятия, но и думали о подрастающем поколении. Процветала Траковская национальная гимназия, автором концепции которой был выдающийся ученый, основатель этнопедагогики Геннадий Никандрович Волков. Вместе с родным чувашским и русским здесь учили немецкий язык, дружили с побратимами из Германии, принимали иностранных гостей. А главное, стремились следовать этнопедагогике и воспитывать детей на традициях народа, чем заслужили высочайшую оценку академика. Если альбомно хорошую книгу издать об этой гимназии, удивится весь мир. И это правда, потому что одна школа может решить судьбу и страны, и народа, как сибирская чувашская школа. Если бы мне пришлось учиться в такой гимназии, кем бы я стал? Трудно себе представить. Это мечтать невозможно. Мечтать невозможно. В 2006 году в Красноармейском торжественно открыли спортивный комплекс. На торжество прибыли тогда еще первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сегодня Красноармейский район стремится к новым достижениям. Здесь сделали ставку на промышленность. Открыли филиал закрытого акционерного общества «ТУЗ», кирпичный завод «Кетра». И сегодня из 125 человек, порядка 90 работников, это именно уроженцы, жители Красноармейского района. И все-таки профиль района аграрный, а потому главные заботы о сельском хозяйстве. По прошлому году сельхозпредприятия Красноармейского района, они потрудились на славу и получили самый высокий урожай в Чувашской республике. Наравне с Вурнарским районом мы получили самый высокий урожай зерновых. И это очень радует. Обновляется машино-тракторный парк. По итогам 2013 года мы, опять же, были первые по объему закупки сельхозтехники. Это 78 миллионов рублей. В прошлом году, в 2014, 63 миллиона рублей. Это говорит о том, что сельское хозяйство развивается и хочет, и хотим мы в этом направлении достичь новых результатов, новых достижений. Государственная программа для начинающих фермеров помогла укреплению традиционной для района отрасли животноводства. Отец и сын Посадские показывают пример того, как при поддержке государства, трудясь не покладая рук, можно создать успешное хозяйство. Мы же хотим обратно постараться вернуть сюда наших местных ребят, чтобы они здесь получали достойную зарплату, работали, создавали семьи, чтобы здесь у нас в деревне рождались дети и дальше развивалась жизнь. К юбилею района приурочили открытие модернизированной молочно-товарной фермы. Предприятие оборудовано по новым технологиям. Световой конек, кормовой стол, беспривязное содержание – все это должно повысить производство молока. Уже в прошлом году надой с одной коровы в этом хозяйстве составил 5300 литров. На сегодняшний день у нас 67 голов дойного стада. Мы предполагаем запуском этой дополнительной фермы, предполагаем довести дойное стадо до 250 голов. Время, когда сельское хозяйство держалось исключительно на старых кадрах, должно уйти в прошлое. Поэтому в районе в приоритете молодежная политика. Если студент последнего курса согласен заключить трудовое соглашение с предприятием Красноармейского района на срок не менее 3 лет, значит, мы готовы ему выплачивать в течение последнего курса стипендию 1000 рублей. Тем, кто приедет сюда работать, будет где жить. Здесь строится и приобретается ведомственное жилье. Успешно решена проблема с детскими учреждениями. Только в 2014 году открыты 4 дошкольные группы для малышей. Вложены большие средства в ремонт школ. А возможности для творческого развития здесь не хуже, чем в столице.
итогов и планов на будущее. Не получается у того, кто ничего не делает. Вдохновение и перспективы – спутники тех, кто трудится. У нас с вами есть трудолюбивый народ, производство, земля, и есть все основания района быть одним из лучших районов Чувашской Республики, и не только.